очень рада приветствовать вас на нашем открытом уроке. Я надеюсь, что он пройдет у нас с вами на позитиве, на хорошем настроении. Да? Дети, ваша самая главная задача – это быть внимательными, активными, показать то, что мы с вами знаем и как мы умеем с вами работать на уроке. Вокальных жанров, инструментальных жанров, танцевальных жанров. Мы выявляем элементы музыкального языка, которые, как нам кажется, композитор использовал для создания того или иного музыкального образа. Прежде чем мы перейдем к теме нашего урока, напомните мне, пожалуйста, что значит произведение инструментальных жанров? Кто мне скажет? Леш. Это произведение, написанное для исполнения каких-то музыкальных инструментов без участия голоса. Без участия голоса, да. То есть, если бы это было с голосом, тогда это были бы вокальные инструментальные произведения. Да? Мы говорим сегодня об произведениях инструментальных жанров. Минуэт, там, вальс, полька. Да? Можем ли мы, исходя из названия произведения, с полной уверенностью сказать, что композитор использует в этом произведении характер и ритм танца, в честь которого он назван? Можем? Ну, по логике можем, да? То есть мы утверждаем, что он использует в этом произведении, например, полька, да? Он будет использовать в этом произведении характер этого танца польки, его ритм, да? Для того, в этом произведении. Хорошо, значит, собственно говоря, мы можем и станцевать под эту музыку, этот танец, да? Уже польку, правильно? Хорошо. Значит, прежде чем я быстро забью на экране наше утверждение, вы запишите, пожалуйста, тему нашего урока. Это танцевальные ритмы в произведениях инструментальных жанров. Слушайте, пожалуйста, его и скажите мне, что это за танец? Правильно, из балета «Спящая красавица». Кто написал музыку как Федор или Чайковский, правильно. Что характерно для музыки вальса? Кто мне скажет? Что? Кто скажет? Артем. Характерен размер 3/4. Так. Мелодия плавная. Еще. Живая, подвижная. Так, хорошо. Темп какой? Подвижный темп, аллегретто, правильно. В аккомпанементе, вспоминайте, мы на том уроке с вами говорили, что характерно для аккорда. Бас и два аккорда, которые очень ровненько, да, идут четвертями. Хорошо. Значит, очень много вальсов написал Франц Шуберт. Это австрийский композитор, который жил в начале 19 века, как раз тогда, когда только-только в моду входил вот этот танец вальс. На Шубертиадах, это вечера, где собирались друзья Шуберта, часто устраивали танцы. Сам Шуберт обычно не танцевал. Он садился за фортепиано и начинал импровизировать. Вальсы, польки, кассезы. Что значит импровизировать? Сочинять на ходу, правильно. Особенно удачные импровизации, запомнившиеся ему, он затем потом записывал. В то время очень в моде были большие вальсы, такие цепочки вальсы. И на эти цепочки иногда было нанизано по 20 маленьких вальсиков. Да? Эти цепочки собирались иногда произвольно, как попало. То есть это вальсы могли быть разных композиторов. А иногда они состояли из нескольких вальсов одного какого-то композитора. Да? Вот. В 20-х годах 19 века появляется такая разновидность вальса, большого вальса, как венский вальс. И он уже имел более такую упорядоченную форму. Придумали эту музыкальную форму два венских музыканта. Это Йозеф Ланер и Иоганн Штраус. Вскоре они прославились своими вальсами на всю Вену. Композитор давал поэтичные какие-то названия, такие как, например, на прекрасном голубом Дунае, сказки Венского леса, императорский вальс. Да?
венские голоса вальс у него есть. Вот сейчас мы с вами послушаем один из его вальсов Иоганна Штрауса-младшего. И вы во время прослушивания мысленно уже ищите ответ на вопрос, который я вам потом задам. Хорошо. Ну, присутствуют черты танцевальности? Да, какие? Размер 3/4, правильно. Дальше, что еще? В аккомпанементе идет характерный для вальса бас, 2 аккорда, да? Музыка какая? Плавная, легкая, правильно, тамбовая. Можем мы под эту музыку станцевать вальс? Можем. То есть наше с вами утверждение, да, что композитор использует ритм и характер танца, да, в данном произведении, которое называется вальс, мы можем под нее станцевать. Хорошо. А теперь давайте послушаем немножко дальше этот вальс. Что будет происходить дальше? Меняется характер? Да. Сможем мы станцевать вальс под эту музыку? А как же наше утверждение? Это вальс. Так если называть, то можно станцевать. Попробуй, изобрази. Ирина. То есть, посмотрите, отсутствуют характерные черты вальса, да? Нету ни аккомпанемента 3/4, да? В конце вот этой задачи. Нету этой изящной, кружащейся мелодии, которая характерна для вальса. То есть, посмотрите, композитор назвал это произведение вальс, и мы, по идее, с вами утвердили, что под эту музыку мы можем станцевать, и она предназначена для этого танца. Но, дослушав ее до конца, мы понимаем, что под какую-то только часть музыки мы можем станцевать вальс, но не до конца. То есть эта музыка была написана не для танца вальс, да? Хотя она и носит название вальса. Понятно, да? В развернутую концертную пьесу. Штраус создал жанр большого концертного оркестрового вальса. Чуть позже появляются вальсы Роберта Шумана и у такого композитора, как Фредерик Шопен. Скажите, пожалуйста, что вы знаете об этом композиторе? Зарубежный композитор. Зарубежный композитор. А еще что знаете? Это польский композитор, который жил в XIX веке. Да? Он прожил очень короткую жизнь, всего 39 лет, но этот великий музыкант и композитор подарил миру очень много прекрасной музыки. Если не считать нескольких концертов и нескольких произведений для виолончели и флейты, то вся музыка Шопена предназначена для солирующего фортепиано. Шопен обращался к жанру вальса на протяжении всей своей короткой жизни. Всего он написал 18 вальсов, и первый из них, который он написал в 17 лет. Так вот, у меня к вам будет просьба дома послушать один из его последних вальсов до диез минор. Да? И сделать характеристику этого жанра.
до диез минор и сделать небольшой анализ этого такой огромной популярности, как у вальса. Но были и другие танцы, не менее распространенные. Послушайте, пожалуйста, что сейчас за музыка будет звучать. Мазурка. А что за мазурка? Кто скажет, откуда это мазурка? Знакомая мелодия? Знакомая. Это мазурка из балета «Копелия» Лео Делибо. Да? Очень жалко, что вы не ответили на этот вопрос. Что общего у мазурки с вальсом? Размер, правильно, размер 3/4. Что, Ирина, еще? Тоже в аккомпанементе басы 2 аккорда. А что, какие отличия? Акцент. Так, какая мелодия? Плавная, кружащаяся? Острая, правильно. Еще какая? Отрывистая, да? С таким, если можно сказать, изломанным ритмом. В чем эта изломанность? Почему она достигается, этой изломанности? Что происходит на первой доле? Дробление, правильно. А кто мне рисует на доске варианты дробления? Кто? Какой вариант? Какой подходит? Какой? Второй, конечно, да, пунктирный ритм. Но это же не прямо говорится, что вот именно так, да, но пунктирный ритм на первой доле, он из жанра мазурки представлен в мазурках уже известного нам Фредерика Шопена. Когда он учился в Варшавской консерватории, он часто и подолгу бывал в имениях, гостил в имениях своих друзей на летних каникулах. И эти имения находились в глуши, в глубине Польши, где еще живы были тогда традиции вот этих крестьянских праздников с народными танцами. Шопен очень любил посещать эти вечера и даже пытался подыгрывать музыкантам на контрабасе. Почему, не спросите меня, почему на контрабасе? Вроде бы как на фортепиано, да, в основном. Дело в том, что раньше польские деревенские оркестры в основном состояли из солирующей скрипки, волынок, контрабасов и каких-то еще ударных инструментов. Да? Поэтому вот контрабас. В переводе с польского языка это значит картинка. Мазурки, картинки. Да? Второй тип мазурок он называл таким польским словом, как жаль, что можно примерно перевести как грусть, или как воспоминание, или какая-то мечта. То есть мечтал о чем-то, вспоминал прошедшие годы. Да? Сейчас я предлагаю вам поработать в парах. У вас на столе лежат карточки. Откройте их, пожалуйста. Сейчас с буквами. Мы будем работать с буквами. Значит, мы послушаем с вами от начала до конца 5-ю мазурку Фредерика Шопена. С помощью карточек схему этой мазурки, то есть схему ее формы. Слушайте меня. Да? Каждой новой теме соответствует новая буква. Будем работать по алфавиту. Новая тема, а если есть еще тема Б, да? Вы не смотрите, что тут 3 буквы. Я люблю вас запутывать, да? Может быть, что здесь и только 2 буквы. Да? Поэтому, если тема повторяется, значит мы букву повторяем. Хорошо? Это работа совместная, поэтому небольшие, как бы можно общаться, но очень тихо, да, чтобы не мешать соседям, и при этом не забывать слушать музыку.
тему. Хорошо, теперь возьмите цифры и посчитайте, сколько у вас было новых тем. И поднимите цифру с количеством новых тем. Так. Сколько? Не смотрите друг на друга. Артем, сколько, девочки? Девушки цифры? 3. У всех 3? Посмотрите. У всех. Ну, в принципе, да. 3 темы было, да? А какая схема-то у нас получилась? Кто скажет? Ирина, у вас какая получилась? Так, правильно. А, Б, А, В, А. Так, у вас, девочки, А, В, А, В, А. Ну, быстро сообразила, да? Какая мелодия? Спокойно. Еще какая? Какая? Восточную напоминает. Да, она немножко странноватая для нас мелодия, да? И эту странность создает вот эта увеличенная секунда ми, бикар, ре, бемоль. Это лад, который не напоминает нам ни мажор, ни минор, но этот лад с увеличенной секундой очень свойствен для музыки, для польской музыки, да? Теперь посмотрите, если здесь наш аккомпанемент баса 2 аккорда. Есть? Нет, здесь, посмотрите, гудят квинты. Да, все время однообразно гудят квинты. Что напоминает? Звучание чего? Помните, я вам говорила, что Шопен играл в оркестрах на контрабасе, да? А не кажется ли вам, что похоже на звучание волынки? Да, такой пустой звук немножко. Да? То есть, может быть, он тем самым хотел нам изобразить звучание волынки. Но к чему мы придем с вами? Можем мы использовал композитор в этом произведении характер и ритм танца мазурки? Использовал. Можем мы под эту музыку исполнить мазурку? Можем. То есть, наше утверждение верно и хорошо. Это танец, известный еще с 16 века, как воинственный танец польских рыцарей. Великий пеший танец, как его еще называли. Что это за танец? Громко, не слышу. Что за танец? Полонез, конечно. Что вы задумались? Полонез. В те далекие времена он был четырехдольным, и это был мужской танец. Затем уже он становится парным танцем и звучит в размере 3/4. Торжественным, парадным танцем, шествием, да? Слышно? Может, требовало, что он торжественный, парадный. Хорошо. Значит, в 19-20 веках этот танец этим танцем очень часто открывают какие-то балы. Давайте вспомним с предыдущего урока, что характерно для музыки танца полонеза. Что у нас? Пунктирный ритм где? В мелодии. Хорошо, еще что? В аккомпанементе 8 и 2 16. А размер-то какой? 3/4. Музыка какая по характеру? Это темп. Да, модерато, умеренный темп. Торжественная, правильно? Да? Яркая, величественная музыка. Хорошо. Значит, с 18 века полонезы существовали не только как танцы, но и как инструментальная пьеса. Полонезы для клавесина встречаются у Баха, у Генделя. В 19 веке все чаще появляются полонезы как инструментальная миниатюра, которая не предназначена для танца. И около 20 полонезов не для танца написал польский дипломат, композитор-любитель Михаил Клеофас Агинский. Вот его портрет, мелодия, да? Пунктирный ритм. Еще что? Размер 3/4, темп
Модератор. Хорошо, посмотрите, даже во втором такте присутствует ритмическая формула, да, очень характерная для этого танца. 8 и 2/16. Мы говорили, что она часто встречается в мелодии танца, так ведь? Значит, глядя на все эти характеристики, мы можем сказать, что этот танец будет торжественным, что под него можно будет исполнить наш танец шествия. Можно? Можно, хорошо. Давайте мы сейчас его послушаем, да, и вы мне потом ответите на вопрос, какая мелодия по характеру. Можно ли исполнить этот танец под эту музыку? Польские рыцари танцевать под такую музыку? Нет. А почему? Чего здесь нет? Чего не хватает? Торжественно не хватает. Что еще? Она слишком плавная. Да, в аккомпанементе, посмотрите, ровное движение 8 длительностей, да? Нет у нашего четкого аккомпанемента 8, 2, 16, да? Как я вам играла вот в этом, например. Нету этого аккомпанемента четкого, да, на стаккато. А здесь аккомпанемент записан ровными восьмушками, причем еще и штрихом легато. Да? И вот это все лишает нашу музыку вот этой торжественной четкости, которая характерна для танца полонеза. То есть, что с нашим утверждением? Мы не сможем, хотя есть характерные черты этого танца, да? Ритм, темп, какие-то ритмические формулы. А давайте послушаем дальше этот полонез, средний раздел. Что здесь? Поменяется характер музыки? Ну, еще, характер музыки. Здесь появился, во-первых, динамика, да, динамический оттенок, двойное форте, появился наш ритмический рисунок 8 и 2 16, то есть он стал более торжественным, да? К сожалению, не поддерживает слайд у меня эту музыку. Хорошо, то есть наше утверждение в данном случае верно, да? Но посмотрите, это мы посмотрели кусками это произведение, а если взять его в целое, да, соединить, то сможем мы под этот полонез танцевать? Наш танец. Только часть полонеза, да? То есть это произведение было написано не для танца, да? Хотя оно и носило название танца. Так? То есть, вот, я думаю, что это... Что не каждое произведение, носящее название танцевального произведения, можно станцевать. Можно станцевать этот танец, да? Вот он наше утверждение, да, что в произведениях композиторы используют, да, ритмы данного танца, но не всегда мы можем станцевать этот танец. Да, под эту вещь делается хорошо. Звуки, да? Давай мы с тобой. Ты нам будешь аккомпанировать. Хорошо? 3/4. Да, 3/4. Сейчас я быстро покажу экран. Потому что сейчас уже будет звонок. Так, здесь, чтобы мы вошли, теперь возьмем ритм. Мазурка. Да, мазурка. Дальше идет ритм полонеза и ритм вальса, который очень часто встречается в мелодии. Да? Давайте попробуем сначала прохлопать подсчет. Пошли, пробуем. Значит, 1, 2,
три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо, в конце давайте я поставлю репризу. Что значит реприза? Что это за знак? Знак повторения, правильно. То есть мы повторим это с вами дважды. Хорошо? Пошли еще раз, а потом с Артемом. Артем, с нами хлопаешь пока. Пошли 3, 4. Раз, два, три. Раз. Острота, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Все понятно? Два раза. Угу. Ну давай, Артем, начинаем. Пошли. Еще раз. Стоп, это я вас сбила. Артема заслушалась. Давай, Артем, еще раз. Наверное, надо мне считать, да? Ну, как получилось, да? Мы не репетировали, вот то, что получилось. Но, в принципе, я думаю, что вы запомните эти ритмы, да, и когда в будущем вы услышите какую-то музыку танцевальную, да, и не только танцевальную, да, то вы сможете вот хотя бы по этим небольшим особенностям танцев, о которых мы с вами говорили, определить, что же это за музыка, да? Я надеюсь, что вот эти небольшие знания, которые вы сегодня получили на уроке и на предыдущем уроке, да, то, что мы говорили с вами о польке, о тарантеле, они пригодятся вам в дальнейшем вашем обучении, да, что это все было не зря. Угу. Понравилось вам хлопать? Да. Понравилось. Это, наверное, больше всего, что вам понравилось. Так, я благодарю вас за работу. Домашнее задание. Да, запишите, пожалуйста, еще что-то я вам не сказала, потому что я уже торопилась. Кроме того, что вам нужно послушать Шопена, да, что я вам там сказала? Молодец, Да. Так, сейчас найду. До диез минор вальс. Кроме этого, вам нужно послушать полонез ля-мажор. Ля-мажор полонез. Точно так же дать характеристику этому полонезу. И кроме этого, у вас у всех есть книги по музыкальной литературе. Так вот, на странице 123 есть параграф, который посвящен Фредерику Шопену, о котором мы сегодня с вами очень много говорили. Прочитайте, пожалуйста, этот параграф и ответьте на вопрос. Спасибо. Вы можете